Вот это Морец Мебель и Стефан Дернберг, они лейтенантами, значит, закончили войну. А Дернберг просто вернулся к себе домой в Берлин. Он 2 мая 1945 года нашел свой дом. Он оказался неразрушенным в Берлине, где он, значит, до 1933 или 1934 года жил. А потом его и подростком увезли в Москву. В 1941 году ему было лет 18 как раз. Он вот, как раз был по возрасту уже подходил, чтобы пойти в армию, и он пошел добровольцем. Вот это очень удивительно, потому что одно время очень много говорили о том, что Сталин в 1941 году, наоборот, репрессировал поволжских немцев, боясь, что они будут сдавать как бы это самое. И он подозрительно относился к немцам, даже обрусевшим. Да, было такое. Ну, так сказать, то есть это, в общем, им этих повезло, людей Господь миловал, да. И вот, ну, к сожалению, вот, не дожив до 65-летия Победы, Стефан Дернберг скончался в этом году, 3 мая. Вот у меня в фильме 12 героев, вот сейчас в живых 11 осталось, к сожалению. Вот. Но это уникальные люди, и я считаю, что мы просто должны, вот все, кто так или иначе имеет отношение к кино, к телевидению, мы должны запечатлевать. Конечно. Не обязательно даже для какого-то конкретного фильма, для какой-то конкретной передачи, пусть это лежит. Пусть это лежит. Сейчас, насколько я слышал, наших ветеранов около 130 тысяч осталось в России. Ветеранов вот именно... Да, ветеранов. Но это, как правило, конечно, ну, если так можно сказать, молодые ветераны, ну, кому да. там 84-85 лет. То есть фактически вот единицы, они уходят да. с каждым днем, к сожалению. Конечно. А прежде чем посмотреть еще один сюжет, вопрос такой. В разные периоды, так сказать, жизни СССР и России мы по-разному говорили о Втором фронте, о союзниках. Сначала, когда-то говорили о том, что они, так сказать, помогали действительно, и все помнят эту вот тушенку ленд-лизовскую, и, конечно, и кроме тушенки много чего, и военная помощь. Один период говорили, что, в общем-то, это раздуто, и на самом деле они там в конце войны пришли, и мы, в общем, всю войну на наших плечах. По-разному суждения. Вот кто прав, вот по-вашему, как вы думаете все-таки, что такое для нас союзники, что такое для нас Второй фронт, для России, для Советского Союза? Вы знаете, вернее, он не то, что сложный вопрос, для меня ответ на него очевиден, что мы союзникам, и они нам были как воздух необходимы. Вы знаете, я провел многочасовые уличные опросы во всех столицах мира. В Нью-Йорке, его можно считать столицей, да, во многом в Париже, в Берлине, в Лондоне. И вот что интересно, я понял, если мы не берем совсем молодое поколение, скажем, 20-летних людей, 18-летних, которые, если они специально не занимаются историей, они, как правило, вообще не интересуются войной, скажем, то есть не да? знают вообще, что такая война была, да? Нет, или ну кто-то слышал, кто-то знает, да. То в отличие вот от них, от этой категории людей, молодежи, среднее поколение и старшее поколение, не просто знает войну, не просто помнит войну. Они, как правило, все мне говорили во всех странах, что русские заплатили очень высокую цену. И вот это вот тоже неправильно, вот этот вот распространяемый в России слух о том, что на Западе все забыли, и никто ничего не помнит, и не помнит про наши усилия и про нашу кровь. Это неправда, зрители дорогие. Помнят и благодарны. Я тоже поехал с таким настроением туда, что сейчас я, значит, вот у меня даже была такая мысль в начале фильма показать вот такой публицистический пролог сделать и показать вот эти вот опросы, да, ответы на мои вопросы в начале фильма. И из этого так мог вытечь фильм. А что на самом деле было? И я понял, что это абсолютно бессмысленно, что люди помнят. Люди помнят на самом деле, и люди благодарны, и мы должны быть благодарны нашим союзникам. Ну, в общем-то, мы и были благодарны, потому что мы, победив в Европе, так сказать, выполняли союзнические обязательства на Востоке, вот, и отправились воевать в Японию. Я хорошо помню рассказ Натальи Родионовны Малиновской, дочери Родиона Яковлевича Малиновского, нашего министра обороны и маршала, да, известного, о том, что вот был банкет после парада Победы на Красной площади в 1945 году, это был июнь месяц, если я не ошибаюсь, да, и вот на этом банкете часть военачальников сидели очень грустные, вот, и никто не мог понять, в чем же дело. Победа, парад Победы только что прошел, но они уже знали, что им предстоит ехать в Японию, на восток. Понятно. Вот.
Ну что же, у нас еще один отрывок из фильма. Давайте посмотрим и продолжим разговор. Да, я хотя бы тогда его предварю. Вот, значит, сейчас вы увидите шотландского ветерана Джока Демпстера, который ходил в северных морских конвоях в Мурманск. И, так сказать, первый его поход в Россию был в 1944 году, потому что в 1944 году ему было 16 лет. Эти конвои, они до сих пор называют русскими конвоями. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я всегда любил море. Я вырос на море. Каждое утро стоило проснуться, я видел море, слышал море. Я не могу без моря. В армию мне не хотелось. Я мечтал о море и сказал отцу, что собираюсь пойти на флот. Его это не обрадовало, скорее огорчило. Но все же он отпустил меня. Я начал учиться, в 16 лет стал матросом. И первым кораблем, на который я попал, был тот самый танкер, что шел в Россию. Вызвал Джемса адмирал. Вы не трус, как я слыхал. Ценный груз доверен вам. В СССР свести друзьям. Только в море, безусловный это так. Только в море, может счастлив быть моряк. Мы дошли почти до Медвежьего острова, где конвой всегда поджидали 2 волчьи стаи подводных лодок. Когда мы туда подошли, поднялась метель, видеть немцев мы не могли, они нас тоже, так что нам и в самом деле посчастливилось. Нас не трогали, пока мы не дошли до Мурманска, не вошли в Кольский залив. А там началось такое, что ад раем покажется. Я испугался, растерялся, я ведь был совсем юным, но это было действительно страшно. Немцы один за другим потопили 2 американских корабля, которые шли совсем рядом с нами. Крики, стоны, запахи, брызги воды и все, что только можно себе представить. 2 корабля погибли, а нам было приказано полным ходом идти на Мурманск. На пути была преграда, риф, и стоило пройти эту преграду, сразу оказываешься вне досягаемости. Так что корабль пошел на полной скорости. Он так дрожал, что казалось, вот-вот развалится на части. Где-то за полмили до Мурманска к нам подошел военный корабль, он должен был сопровождать нас. Но его пробила торпеда. Матросы прыгали с корабля в ледяное море. Кто-то пытался забраться на спасательный плот. Но промокшие, заледеневшие люди не могли удержаться и снова падали в воду. 158 матросов погибло. Это была трагедия. Как только мы вошли в гавань, подумали, что опасность миновала. Но где-то через час немцы стали бомбить Мурманск. Позднее, а я провел в Мурманске 7 недель, я узнал, каково жить под бомбежками. Немцы бомбили город не каждый день, а каждый час. Они подчистую стирали Мурманск, крушили его. Мы прибыли в полностью разоренный город. Но с тех пор я не перестаю преклоняться перед русскими.